На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 1 марта. И с этого дня в России начал действовать ряд нововведений. Часть касается правил дорожного движения. Например, средства индивидуальной мобильности, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, которые не считались ранее транспортными средствами, теперь включены в ПДД. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км в час, а массу самих устройств ограничили 35 килограммами. Также для такого электротранспорта планируется ввести специальные дорожные знаки. Решения об их установке будут принимать местные власти. В Чебоксарах количество правонарушений, совершенных подростками, в прошлом году выросло на треть по сравнению с 2021. Об этом сообщили в столичной мэрии. Сегодня на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав стоят 90 подростков и 96 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывают 170 детей. Основной рост числа административных преступлений отмечается среди учащихся школ, студентов СУЗов и вузов. Только в прошлом году сумма штрафов за нарушение законов превысила 255 тысяч рублей. Сотрудники комиссии отмечают, правонарушений среди подростков, которые нигде не работают и не учатся, становится меньше. В профилактических целях специалисты регулярно проводят с молодыми людьми и их семьями оперативно-профилактические мероприятия, спортивные турниры по русским шашкам и дартс. Сегодня первый день весны. Однако не спешите переходить на легкое пальто. Как прогнозируют синоптики, март в средней полосе России ожидается холодным. В этом месяце жителям Чувашии на потепление рассчитывать не придется. Например, сегодня, по словам синоптиков, столбики термометров в среднем по нашей республике опустятся до отметки в минус 10 градусов. Так что, несмотря на солнце, которое будет все чаще выглядывать из-за облаков, одевайтесь по погоде. Без кота и жизнь не та. Сегодня россияне отмечают День своих любимых питомцев. В мире, по последним данным, насчитывается более 600 миллионов домашних кошек. И каждый день усатые и полосатые радуют хозяев своими причудливыми выходками. Например, одни ярые любители спорта и предпочитают разминать лапки на беговой дорожке, не разобравшись, правда, до конца, как она работает. У вторых же явная страсть к технике. И если самим поиграть в компьютерные игры не получилось, то и другим не удастся. Такова уж кошачья натура. Есть среди пушистых и модники. Они не прочь примерить аксессуары и попозировать на камеру. И ленивцы, которые выбирают весьма необычные и места, и позы для отдыха. Но именно за это мы их и любим. Сегодня Всемирный день комплимента. Отличный повод отвлечься от повседневной суеты и сказать родным, близким и коллегам теплые слова. На этом я прощаюсь. Оставайтесь на телеканале «Россия».